Добрый вечер, многоуважаемые поклонники спорта номер один. Телекомпания НТВ+ продолжает серию трансляций с тура под номером 33. С очередного тура чемпионата Италии. Тура, который стал в чем-то уникальным, туром многострадального, потому как редко так бывает, чтобы тур за номером 33 проходил после 34-го тура и перед 35-м, верно? Всему виной трагедия, о которой знает весь футбольный и не только мир. 14 апреля прямо на поле скончался Пьер Марио Морозини, футболист, принадлежавший Удинезе, команде, которая вышла на поле стадиона Удине, чтобы встретиться с Интером. И именно 14 апреля должен был состояться этот поединок, должна была состояться эта встреча между Интером и Удинезе. И по понятной причине она была отменена, как и весь этот 33-й злополучный тур. Но, тем не менее, этот тур перенесен на так называемый период Middle Week. И вот так получается, что встреча Интера и Удинезе, центральная в 33-м туре, протиснулась еще и между вот такими глобальными, масштабными встречами, как оба полуфинала Лиги Чемпионов. Красивая церемония предшествует началу этой встречи. Капитан клуба из Удине, легендарный Антонио Ди Натале, подносит венок в дань памяти футболисту, отдавшего полгода карьеры всего лишь за Удинезе, но все же числившегося в этом клубе, футболиста, которого запомнила местная публика. Пьер Марио Морозини, помним. Это первая домашняя игра команды из Удине после вот этого злополучного, после этой трагедии. И вот вы видите, с какими табличками, с какими баннерами пришла местная публика на стадион. Очень много, буквально россыпь табличек с 25-м номером, под которым выступал Морозини в Удинезе на трибунах. И наверняка возможный успех в этой встрече, важнейшей встрече для Удинезе, футболисты команды посвятят именно этому футболисту. Ну что же, встреча началась. 33-й тур, который стартовал еще вчера, продолжился сегодня встречей Лацио и Новары, об этом чуть позднее. Удинезе, Интер и стартовые составы команд. Хозяева поля. Команда Франческо Гвидолино. Первый номер Самир Ханданович. Трио центральных защитников. 11-й Маурицио Домици. 5-й Данило. 17-й Мехди Бентатия. В центре поля 4-й Микеле Паценца. 66-й Джампьеро Пинци и 20-й Квадва Само. На краях два латераля. 27-й Пабло Армера. 8-й Душан Баста. Пара форвардов, 83-й Антонио Флоро Флорес и 10-й Антонио Ди Натале, капитан команды. Соперники команды из Удине, футболисты Интера. Следующий состав выставил Андреа Страмачолли. Первый номер Жулио Сезар в воротах. Линия из 4 защитников, один из которых Майкон только что делал подачу в штрафную площадку. Бразилец играет под 13-м номером. Центр обороны 23-й Андреа Раноки, 6-й Лусио, слева Юту Нагатомо. В средней линии у Интера 5-й Дэйн Станкович, 14-й Фредди Гуарин, 20-й Эстебан Камбиасо и трио игроков атаки, 22-й Диего Милита, 10-й Уэсли Снейдер и 11-й Рикардо Альварес. С атак Интера начинается эта встреча. И, ко всему прочему, повреждения получает Ди Натале, который, по-моему, оступился, но тут же возвращается в игру. Легенда и любимчик местной публики. Вы бы слышали, как местный диктор называл состав команды Удинезе и с каким почтением он выговорил
вот эти все священные для местных фанатов слова. Антонио, Тото, Ди Натале. И Удинезе во главе с этим самым Ди Натале сейчас проводит свою первую атаку. Сегодня этот матч для вас комментирует Дмитрий Шнякин. Ну и представим арбитра Лука Банти, главный рефери сегодняшней встречи. Эта встреча, можно ее называть центральной в первую очередь по той причине, что обе команды бьются за третье место, третье Лига Чемпионское место в турнирной таблице чемпионата Италии. Удинезе расположился на 4-й позиции, отставая всего лишь на 3 балла от Лацио. И Лацио, спешу обрадовать болельщиков, наверное, и Удинезе, и Интера, не далее как несколько десятков минут назад завершил свой поединок с Наваррой. И Наварра преподнесла сенсацию, одолев римлян со счетом 2-1. Таким образом, в случае победы Удинезе сравнивается по очкам с Лацио. Но тут же не за горами и Интер, и Наполи, и Рома. Интер ныне на 7-й позиции, 49 очков у подопечных Андреа Страмачоли. Ну и сами понимаете, в случае победы выездной подбирается на расстояние 2 очков от Лацио миланская команда. Контрвыпад Удинезе. И не очень удобную передачу, да и вовсе не точную, выдает Антонио Флорес. Его тезка Ди Натале явно недоволен вот этой срезкой, тому как неплохо он там отрывался от центральных защитников в свободную зону, но тем не менее мяч до него не дошел. Удинезе продолжает свою атаку, растянувшуюся уже на минуты 2. Перевод на правый край. Здесь Душан Баста, светловолосый краек Удинезе, выдумал передачу низом. И вот как его подводит местное поле. Отскок не в пользу Удинезе. Тем не менее на подборе футболисты хозяев. Баста решил обыграться с партнером из линии обороны. Это Мехди Энтатя. И посмотрите-ка, чуть было не доводит до ошибки здесь Самир Ханданович. Но это голкипер опытный, голкипер надежный, пропустивший такое уж большое количество мячей. 32 мяча за 33 игры. И минимум по-настоящему грубых ошибок он совершал по ходу этого сезона. Какой изящный пас на Асамоа. И здесь передача и гол. Гол на первых же минутах встречи. Заряжает ближнюю девятку. Насколько я понимаю, Паценца. Вот да выстрел. И какова получилась эта атака? С минимум задержек. Это Данило. Господи, центральный защитник вколачивает такой мяч в ворота принципиального конкурента. Каким образом Данило оказался, практически на позиции центр-форварда, уму непостижимо. Тем не менее, Пабло Армера откликается на эту рабону в исполнении Ди Натале, скидывает мяч на Данило, и тут практически без сопротивления смещался там уже на него Лусио, кто-то из интеристов в подкате бросился, но тем не менее Данило вколотил практически без сопротивления мяч в девятку. Блестящий гол, резвый старт в исполнении Удинезе, и Интер тут же бросается восстанавливать статус-кво. Знаем мы Удинезе как команду контратакующую, как команду, чьи атакующие начинания целиком и полностью сконцентрированы на Ди Натале. Но посмотрите, этот самый Ди Натале проявляет себя прекраснейшим образом, сыграв зрелищно, в подыгрыше. Тут же не затерялся и игрок, по сути, края обороны. А игрок из центра этой самой обороны атаку завершил, да еще и таким ударом. Ну, что-то удивительное. Уэсли Снейдер дает на Станковича. И вот Майкон с мячом. В прессинг тут же включается Армера. Его противостояние с Майконом там на краю поля будет сегодня довольно увлекательным. И вот этот самый Армера упускает рывок Майкона. Но на подстраховке был Самир Ханданович. Еще одна контратака в исполнении Удинезе. Есть пространство, есть свобода. Ди Натале выкручивает мяч на правый край, где Душан Баста до мяча добирается.
И новыми красками засияла эта контратака Удинезе. Еще один удар. И посмотрите, в какой позиции остался после выстрела Армера Жулио Сезар. Попади сейчас внешней стороной стопы колумбийский краек Удинезе, быть бы счету 2-0. И вновь вот из этой зоны правоцентрального защитника, где обитает Лусио. Да, вот здесь, видите, повтор у нас гола. Не ту ставку сделал. Лусио бросился сначала страховать край, страховать за Майконом, и слишком поздно переключился на Данилу, который удар наносил. Ну вот и в этой ситуации с ударом Армера он также не подоспел. И будет чуть поточнее колумбиец. Ну да ладно, если бы докабы. Самир Ханданович выносит мяч от своих ворот, делает это довольно точно, как казалось поначалу, но в итоге мяч за пределами поля оказывается. Эстебан Кабьяса, точнее Снейдер этот был, приходится треквартисте Интера опускаться вглубь поля для того, чтобы там мяч искать, там его разыгрывать, а иначе никак. Слишком жесток и активен вот этот прессинг в исполнении Удинезе, и сейчас он опять срабатывает. Попытался Милито в касание сыграть, не прочувствовал вот этого паса от партнера, его партнер по атаке, партнер Милито, Альварес. Вновь чудачит здесь Антонио Ди Натале, или, скажем так, пижонит, выделывается. Попытался в одно касание пяткой переправить мяч. На сей раз не прошло, но имеет полное право. На правах капитана, лидера и звезды. Милито получает мяч в штрафной площадке. Здорово отбрасывает его на Снейдера. И Снейдер сравнивает счет. 9 минут, 1-1. Как вам? Уэсли Снейдер, недавно вернувшийся после травмы в основной состав, восстановившийся, принимает вот эту с радостью, вот эту скидку Милито. И пускай после серии рикошетов о газон, но мяч после удара Снейдера достигает цели. И это, друзья мои, скорее была ошибка Хандановича. Вот с этого повтора мы наблюдаем, как мяч проскакивает прямо между рук опытнейшего голкипера. Прямо над головой у него, между ушами, как шутя называют такие моменты сами футболисты. И счет становится 1-1. Вот так дебют, вот так начало. Те многие любители ставок, которые рассчитывали на атакующий футбол. Но если футбол результативный в этой встрече, думаю, уже руки потирают. Ставку обе забьют, сыграл уже в самом дебюте. Но не в этом дело. Давайте отметим успех Уэсли Снейдера, у которого этот сезон, как и у всего Интера, не заладился. Сезон рваный, сезон полон травм, пропусков матчей, важнейших игр. И сезон, ознаменовавшийся нестабильной игрой самого Уэсли. И вот сейчас вновь демонстрирует одно из своих важнейших, своих лучших качеств Снейдер. Умение толково пробить издали. Удинезе переходит в позиционную атаку с подключением защитников. Несколько неожиданно, опять же, учитывая тот рисунок игры, который многие рассчитывали увидеть. То бишь Интер большими силами идет вперед, а Удинезе ловко контратакует. Не так-то было. Интер знает, чем опасен Удинезе. Как раз-таки в матче первого круга Интер и уступил у себя на поле, на Сан-Сиро. Удинезе со счетом 0-1. Забил тогда Маурисио Исла, ныне травмированный. Вообще тогда довольно яркой, насыщенной получилась концовка встречи. Если у нас здесь уже по истечении 10 минут 2 гола, то тогда все основные события произошли в последние 10 минут. Там удаления 2 были, и Дзанетти, и Ферранетти, и гол Ислы, и нереализованный пенальти Ди Натале. И тогда, в первую очередь, надо отметить, вновь предстала пуленепробиваемая средняя линия, такая насыщенная, такая мастеровитая средняя линия Удинезе, которую не смогли пройти футболисты
Интера. На сей раз это сделать удалось уже на 10-й минуте. Слишком глубоко сели футболисты Удинезе. Почти все, около 7-6 человек оказались в штрафной площадке. И никто не успел выдвинуться на абсолютно свободного Уэсли Снейдера. Надо отметить и игру в этом эпизоде, безусловно, Диего Милита, футболиста, который раззабивался при Страмачоли. Андреа Страмачоли сразу сделал основную ставку на аргентинского форварда, строит атакующую игру вокруг него. И Милита, надо отдать ему должное, отвечает взаимностью, забивая пачками мячи. В данном случае он еще и на подыгрыше сыграл здорово. Аки Ди Наталли, да? Перевод на левый край, там не то что Армера, Усейн Болт не успел бы, но тем не менее, выбрав правильную позицию, Армера дождался встречи с мячом, но тут же его потерял после неточной передачи. Станкович, не знаю, что сделать, отдай Уэсли Снейдеру. Мяч как магнитом притягивается к голландскому полузащитнику. Мощный этот тоже кулак. Снейдер, Станкович, Камбьяссо. А если учесть еще и вот эти подключения Лусио из глубины. В общем, опять же, много у нас довольно интересных противостояний, как я уже говорил, Майкон против Армера. Средняя линия насыщенная удинцев против такой мастеровитой полузащиты Интера. Ди Наталли, Милита, Ханданович, Сезар. Много звезд. Майкон вошел уже почти что с пасом в штрафную площадку, но отыгрался на Альвареса. Альварес решил через паузу обыграться с партнером и подключить опорников и защитников в эту самую многоступенчатую атаку. Альварес будет подавать, делает прострел. Как ловко здесь обрабатывает мяч Диего Милита. Но сразу два защитника тут же прилепились к нему, как банные листы. Это был Данило там был. Наш пострел везде поспел. И страховал его Домице. Какой необычный у Домице номер для защитника. 11-й. Лусио аккуратно, беспроблемно мяч перехватывает и сам же начинает новую атаку Интера. Чуть-чуть подсели у нас скорости, понизились после столь резвого начала. Надо, наверное, передохнуть как футболистам, так и болельщикам. Столько событий в стартовый отрезок. Надо и паузу выдержать. Возможно, перед новым рывком. Интер с мячом. Станкович ждет открывания от партнеров, но у кого-то из футболистов Удинезе, по-моему, повреждение, поэтому серб выбивает мяч за пределы поля. Повреждение, как оказалось, не у игрока, а у мяча. Был сдутый мяч, поменяли его. Вернее, просят арбитра поменять его футболисты Интера. Рефери, помяв, потискав этот найковский мяч, принимает решение игру продолжить этим же снарядом, насколько я понимаю. Ну и, улыбнувшись, дает свисток к возобновлению игры. Лука Банти. Довольно опытный арбитр, но я думаю, сегодня будет минимум причин вспоминать о его опыте, о его бэкграунде. Вернее, надеюсь на это. Пабло Армера выбивает мяч куда подальше. Хоть и получилось куда-то там в направлении Флора Флореса. Еще одна попытка исполнить дальнюю передачу. И куда успешнее. Здесь Ди Наталли врывается в свободную зону. Может и в один обыграть Андреа Раноке. Но Ди Наталли предпочел вновь сделать передачу. Передачу под линию штрафной площадки, где уже бежал с ударом, пускай не пушечным, потому как пришлось несколько из-под себя быть с внешней стороны стопы. Ударом Паценца. И такой ковырнул скорее мяч Паценца, нежели пробил. 1-1 играем дальше. Здесь нарушение правил Нарушение правил со стороны Диего Милита против Данило. Ларангейра Данило. 5-й номер, центральный защитник Удинезе. Одна из центральных фигур пока что всей этой встречи.
Данило, надо сказать, забил в этом сезоне свой первый гол. До этого он не отличался в плане результативности ни голевыми передачами, ни точными ударами. Хотя провел 32 игры до этого. Вот разве что 5 желтых карточек он набрал. Но для центрального защитника это нормально. Майкон будет водить мяч из-за боковой. Как и Снейдер, вернулся он в строй Интера. И это серьезное подспорье. В первую очередь для налаживания фланговой игры. Армера обыгрывается в стенку с Флоресом. И Самоа. Серия стыков. И с мячом вновь Армера. Скорость набирает. На скорости он опасен. Достанет ли мяч? А вот это было зря. Ударил он. Ударил, причем так акцентированно, по лицу Лусио. Тот со злости. Наверное, со злости не только на Армера, но и на арбитра, который никак не отреагировал на этот эпизод. Пульнул мяч в рекламный щит. И вполне может... Вот, посмотрите-ка. Ага. А рефери не видел. Спиной был к эпизоду. Что из силы? Пушкой своей по рекламному щиту электронному. А счет, если выставит? Ну да ладно, немало зарабатывает бразильский гигант. Выигрывает верховой мяч Милито. Не успел под эту скидку Альварес. И вновь со своей половины поля приходится начинать Интеру. И ошибка, очередная ошибка Андреа Раноккио. Сыроватый центральный защитник. Дай бог, будет еще какой-нибудь положительный повод того, чтобы поразмышлять над его игрой. А пока что Интер с мячом. А пока что Интер атакует немалыми силами, надо сказать, но все как-то вдали от штрафной площадки Самира Хандановича. Снейдер на Станковича. Два бритоголовых, похожих несколько статью, и прической тоже, полузащитника Интера. Так что не ругайте, если буду путать. Гуарин. Редко его фамилия пока что на уста попадает. Вне центра внимания. Ну вот Нагатома наконец-то подключается менее активно, чем его партнер по противоположной бровке Майкон. Действует пока что Нагатома. Но мы его знаем как человека, способного умело поддержать атаку. Гуарин. У него есть поставленный дальний удар. Но это куда-то туда, в сторону трибуны. Трибуны пустой. Там не так уж и много болельщиков, как на остальных трибунах стадиона Фриули. Сконцентрировались как-то фанаты больше на центральных трибунах. Будний день, вечер. Успели удинцы на эту встречу после работы, а быть может и отпрашивались у боссов своих. Невелико население этого города. Порядка 200 тысяч человек, но тем не менее иногда забивается коробочка. Не тот случай, правда, но тем не менее 1025 наверняка присутствует на этой игре. Баста идет в дриблинг, понимая, что есть там подстраховка, дает передачу, и здесь уже ошибается кто-то из его партнеров. Бенати это был. Отбивается Интер выносами чуть ли не наобум. Домицы, аккуратно мяч подхватывая. Смотрите, как трио защитников, центральных защитников Удинеза ловко проходит вот эту линию сопротивления из трех форвардов Интера. Аккуратно, с мелким, коротким пасом. А вот с этим самым пасом в штрафной площадке или вблизи нее пока что у Удинеза не очень. Пинце откликался на передачу Басты, который... слишком много силенок в этот пас вложил. Удинезе в последнее время переживает не лучшие времена, тому как за эту весну, фактически за 12 последних матчей, лишь 2 победы подопечные Франческо Гвидолино одержали. Конечно, для команды, которая еще относительно недавно была в числе претендентов на золото, претендентов на скудетто, это не результат. 2 победы за 12 матчей.
Если говорить непосредственно о последних встречах, то с Киева в прошлые выходные сыграли по нулям. Удинцы уступили Роме, прямому конкуренту в борьбе за Лиго-чемпионское место, 3-1, 1-3. Ну и вот, правда, в предыдущей домашней игре победу одержали над Пармой со счетом 3-1. Но все равно преобладают неудовлетворительные результаты пока что в игре Удинезе. Команда подрастеряла очки. Где-то, конечно, да не где-то, а во многом серия вот таких поражений — это еще и следствие игры на два фронта, потому как еще до недавнего времени Удинезе представлял Италию в Лиге Европы, но уступил в плей-офф АЗ. Но сейчас никаких ссылок, никакой тебе Лиги Европы, только чемпионат Италии, только вот прямые конкуренты Рома, Интер. Пожалуйста, бейтесь, друзья, если вам эта самая Лига Чемпионов нужна. Ну да ладно, об этом чуть попозже, насчет того, какова мотивация именно для того, чтобы заполучить это Лига Чемпионское место у боссов и у самих футболистов, руководителей Удинезе. Пока что нас захватывает сама игра, и в ней пока что не так много, возможно, как ожидалось, вот этих стыков, вот этих грубостей. Это редкий случай был на ваших экранах. Перехватывает мяч Фредди Гуарин и выдает, как казалось, эстетскую передачу на Милита. А на поверку это всего лишь неточный пас, неточный парашют. Удинезе как здорово борется в центре, в этом своем насыщенном центре. Много здесь футболистов, готовых вырвать мяч с корнем. С Буцей, с Гетрой, с щитком. Нагатома скорость свою демонстрирует, но, как оказалось, для соперника. Тем не менее, здесь же включается в борьбу Уэсли Снейдер, перехвативший мяч у Басты. Баста против Нагатома. Невысокий японец на финтах раздергнул своего оппонента. И вот какое продолжение получила атака. Уэсли Снейдер вновь подключается, передача пяткой. Камбиасо вырезал мяч навесом на голову Милито, футболиста, не только часто забивающего в последних матчах, но и часто забивающего головой в последних встречах. Ну вот взять, в частности, игру против Сиены в позапрошлом, ну не то что туре, ну, скажем так, в туре за номером 32 Интер выиграл у Сиены со счетом 2-1. Милито оба мяча провел, один из них как раз-таки забил головой. В своем предыдущем матче против Фиорентины Интер, так же как и удинцы, провел невыразительный матч, сыграв 0-0 с Фиорентиной. Крепкие, стойкие оборонительные бастионы выстроили фиалки у себя дома во Флоренции, и Интер сквозь них пройти так и не смог. Ну как, подходов было достаточно, но так, чтобы с результативным ударом не срослось. Была также ничья с Калери 2-2 и победа над Дженоа со счетом 5-4. Это был дебют во главе наставника Интера у Андреа Страмачоли. Вот, собственно, и все 4 матча, которые под началом Страмачоли провел Интер. 2 победы, 2 ничьи. Ну и, в общем, наверное, возымел эффект вот это назначение Страмачоли, потому как чуть более свежими получаются действия Интера. И посмотрите, как свеж Ди Наталия возрастной, который выхватывает мяч здесь в средней зоне и организует контратаку. Флора Флорес с не самой удобной позиции наносит удар с боковой линии штрафной площадки, и поэтому, наверное, траектория удара читалась. Только лишь в ближний угол он там попасть не мог. Жулио Сезар на месте. Гуарин подрабатывает мяч под еще один дальний удар, но здесь подстраховка, здесь помощь. Перехватил мяч Микеле Пациенца, и его партнеры, надо сказать, здесь не лучшим образом выходили с мячом из обороны. Милита принимает мяч в штрафной площадке, оттер корпусом соперника, и будет ли 2-1? Гол! Уэсли Снейдер оформляет
Дубль! А не прошло и получаса. Вот так игрушка. Диего Милито. Вновь сработала эта связка. Прекрасно. Оттер корпусом своего соперника по этому эпизоду. При ближайшем рассмотрении, при повторе угадаем, кто это был. И изобрел Милито тонкую, аккуратную передачу, да еще и между ног другому защитнику, прямо на Снейдера, который здесь элегантнейшим образом подрезает мяч над головами не только голкипера, но и сразу двух защитников. Данила не успевает подстраховать. Мягкий парашют. Ну и разве что только там какими-нибудь ножницами можно было попытаться выбить этот мяч Данила, но не такой он акробат. Уэсли Снейдер заставил местных болельщиков, местные трибуны утихнуть. Дубль оформляет треквартиста, лидер, один из самых дорогих футболистов нынешнего состава Интера. И делает это изящно Милито. И дальний удар Гуарина. На сей раз створ ворот. Ну и надо сказать, что было время у Гуарина, чтобы прицелиться. Из статичного положения он почти что удар наносил, в отличие от предыдущих случаев. Тогда он на скорости прикладывался. И опять отметим действие Милито, который мяч зацепил, развернулся. И посмотрите, как сколько ходов сразу получает атака Интера после того, как от мяча избавляется Милито. Здорово он умеет атаку развить. Здесь попытка удара со средней дистанции в исполнении Флора Флореса. И рикошетом от ноги Станковича мяч покидает пределы поля. И это будет, по-моему, первый угловой в исполнении Удинезе. А может быть и второй, неважно. Ди Натале в этих случаях угловой скорее исполнит, чем попытается замкнуть подачу там в штрафной головой. Хотя и это его умение пригодилось бы. Здесь высокорослые защитники Интера справляются с подачей. И куда подальше выбивается мяч прямо к Самиру Хандановичу. Вряд ли можно какие-то претензии предъявлять к голкиперу Удинезе по итогам вот этого второго голевого эпизода в исполнении Интера. Сократил дистанцию как мог Ханданович в этом эпизоде, но исполнительское мастерство набирающего форму Уэсли Снейдера в этой ситуации превалировало. Влупил Лусио по затылку Флора Флореса, по его красивой, симпатичной, модной стрижке. И посмотрите-ка, аж черный след остался на шее у нападающего Удинезе. Ха-ха, шутка, это была татуировка. Играем дальше. Майкон вбрасывает мяч на метров 30 на Снейдера. Есть возможность организовать контратаку. Есть возможность и пробить у Снейдера. Находит он слева Нагатома. Нагатома в штрафной площадке и обводящим ударом японец пытался направить мяч в дальнюю девятку. Майкон стал зачинателем вот этой второй результативной атаки Интера. И вновь мы любуемся черпачком в исполнении Уэсли Снейдера. 2 передачи Милито, 2 гола Снейдера, который до этого 16 матчей всего лишь провел в сезоне серии А за Интер. И 1000 минут не наиграл, между прочим, но при этом всего 1 гол забил. И вы понимаете, за 28 минут игры в матче против Удинезе в гостях Уэсли Снейдер забил больше, чем за весь предыдущий сезон в серии А. Армера. Давно не видели мы его в деле на его левой бровке. Давно не видели его подключения, скоростные прострелы, подачи. А все потому, что игра сконцентрировалась, игра Удинезе, на правом краю, на Душане Басте, который предпочитает проходом в штрафную площадку вот эти подачи и обыгрыши с ближним. Данило. Данило вот только что был с мячом. Отправляет он мяч на Армера. Армера на Самоа. И Душан Баста свободен. Есть партнеры Нагатома. Из положения сиди мяч выбивает. Это что-то было из японских восточных единоборств. Контратака очередная у Интера. Рикардо Альварес на длинном шаге своем
включается и отдает неплохой пас на Милита. Милита один в один может обыграть кого угодно. Но в данной ситуации он опять предпочитает игру на Майкона, который, надо сказать, очень здорово поддерживает по краю этого самого Милита и Альвареса. Вдвоем как-то веселее решил Альварес и помог здесь Майкону, но тем не менее потеря. Не проходит передача 50-метровая на рывок Ди Наталли, а мы знаем, что этот старый волк при случае готов так ускориться, что будут глотать пыль и Лусио, Андреа Раноке и даже Нагатома. Но пока что не хватает точности в этих самых дальних передачах. Снейдер в центр на Станковича. Станкович переводит на Камбьяса. Камбьяса аккуратненько с партнером обыгрывается. Хорошо идет вот эта позиционная атака у Интера. Минимум потерь на ровном месте. Потери только при обострении. Нагатома. Как ловко ушел он от одного защитника. Вытянув на себя второго, делает передачу. Но там не отлепился как надо Милита. Баста! Дарят мяч Интеру. Сколько борьбы, сколько верховых единоборств. И большинство из них остается за гостями. Здесь намек на первую желтую карточку. И первую желтую для футболиста Интера. Либеральничает, насколько я понимаю, Лука Банти. Ну и посмотрим, как там все было на повторе. На мой взгляд, грубовато врезался здесь Станковича в пинцы. Опаздывал. И пускай, возможно, даже и пытался как-то в последний момент корпус свой развернуть, удрав от этого столкновения. Но все-таки этим самым корпусом вылетел он в соперника. И, по-моему, получил желтую. Да-да. Недоволен Дейн, но надо отдать ему должное. Не стал он там пререкаться с арбитром долго. Ну, пару фраз бросил. Не более того, в отличие от многих своих партнеров, которые, надо сказать, это вот наблюдение по последним матчам Интера, несколько взвинчены. Или же, наоборот, просто с хорошим настроем играют, потому как со сменой тренера, естественно, немножко эмоционально освежилась команда. Эмоциональный фон поднялся, боевой дух поднялся. И вот посмотрите, как сейчас Интер играет размашисто, с подключением защитников, с ударами, с элегантными эффектными голами. Не берусь я говорить о том, что Андреа Страмачоли какие-то тактические задумки здесь уже реализует. Вот за недолгий вот этот период управления Интером. Но, опять же, пока что большинство его ставок на игроков срабатывает. Эффектно, пробросив мяч мимо Лусио, уходит от тяжеловесного защитника Флора Флорес. И Майкон там в подкате своего партнера подстраховал. Угловой неудачно разыграли футболисты Удинезе. В контратаку пытается убежать Альварес. На помощь ему Майкон поспешил, но замедлился ход этого контрнаступления. Немножко, по-моему, в эту самую жару уже подсели ближе к концовке первого тайма футболисты что той, что другой команды. А погодка-то что надо, сродни нынешней московской. За 20 сейчас в Удине, в целом по Италии где-то там и 25, а то и 30 сыскать можно. Альварес в касании играет на Милита. Милито также элегантно скидывает мяч на Снейдера, который в свою очередь мяч теряет. Очередное контрнаступление. Но выиграет ли сейчас борьбу Ди Наталли? Не получается. Длинноногий Лусио мяч выбивает, но на Флора Флореса. Флорес, не глядя, делает передачу в штрафную площадку, а вариантов других и не было. На встречных курсах идет игра. И есть возможность у Милита, вернее у Альвареса, убежать. Чуть ли не 1 на 1. Убирает финтом Альварес защитника Данило. И отправляет мяч. Третий уже в ворота Удинезе. Рикардо Альварес. Второй гол юного новобранца Интера в этом сезоне. Как все сделал. На простецком таком, но все же идеально исполненном замахе убрал он Данила.
Раз. И аккуратно послал мяч в самый уголок. Рикошетом от штанги вновь закатывается мяч в ворота. И никаких шансов не было у Хандановича свою команду выручить. Тем более мяч опять скакал. Да еще вот по такой траектории недостижимой. 3-1. Вот так Интер. Вот так тебе и реакция на эту пощечину в исполнении Данило. Открывает счет на 6-й минуте Удинезе и подряд 3 мяча получает. И Данило, которого мы хвалили поначалу за четкие действия в обороне и за этот самый эффектный забитый гол, становится непосредственным участником всех 3 вот этих голевых эпизодов Интера. Знаете, чем-то напомнил мне вот этот финт и этот удар Диего Милита, Рикардо Альвареса. Гол, который Диего Милита забил в финале Лиги чемпионов Баварии. Ну, может быть, удар не столь элегантный. Все-таки так несколько, опять же, из-под себя ковырнул этот мяч Альварес. Но все же финт 1 в 1. Помните, тогда, по-моему... Хотя уже и не помню, от кого из центральных защитников ушел Милита в том финале. Но прямо 1 в 1 этим же финтом. Ну да ладно, дела давно минувших дней. Здесь нарушение правил вблизи штрафной площадки команды из Удине. И здесь грубо сыграл Станкович. Зачем? Непонятно, потому как вроде бы спиной к воротам располагался Армера. И явных каких-то адресатов для паса у него не было, для острого паса. Но Станкович влупил по мощному такому плотному бедру колумбийца. И штрафной будет исполнять Антонио Тото Ди Натале. Опасный момент. Пытался все тот же Данила подрезать мяч так, чтобы он оказался в дальнем углу ворот. Но встретил мяч же лбом, а не затылком, как того требовала ситуация. Смотрим повтор 3-го мяча. Провалилась средняя зона и оборона Удинезе. 1 на 1 против Данило оказался Альварес. Ложное движение. Показал, что будет уходить в центр, а оказалось, что в край. Удар 3-1. Удинезе пытается как-то ситуацию исправить в концовке первого тайма. Пабло Армера. Ну-ка, 1 в 1 против Майкона. Но изобрел здесь передачу, которая доходит до Джампьеро Пинце. Оказывается, Пинце на поле. Баста. Очередная его подача на обум. Ну так. В зону, где якобы там должны быть его партнеры. Один из претендентов на замену. Неэффективен Баста. В отличие от Альвареса, который здесь всеми правдами и неправдами цепляется за мяч. Армера, которого Альварес абсолютно даже ни краешком, ни пальчиком не трогал, оказался на газоне. Ну вот опять какая-то невнятная дальняя передача. Таких многовато, что у той, что у другой команды. Надо прибавить в концовке обязательно Удинезе, попробовать хотя бы до 1 мяча вот это отставание сократить. Чтобы уже, конечно, с новой энергией, с новыми эмоциями, без какого-то либо отчаяния в раздевалку отправиться и из нее выйти там на 2-й тайм. Но для начала надо, конечно, под контроль мяч поставить, потому как сейчас только мяч... Пытаются шире играть удинцы, но только лишь мяч доходит до Басты, тот его теряет своей неточной диагональю. Только мяч доходит до Армера, он его куда-то отправляет обратно защитникам или в гущу игроков. В общем, не обостряет ситуацию. Но вот сейчас неплохая передача на Асамоа. Асамоа на Паценцу. Асамоа вновь с мячом. Обыгрывается в стенку с Пинцы. И очередная фланговая передача Басты. И на сей раз чуть более удачная, потому как она вполне могла привести к назначению 11-метрового. Протестуют, негодуют футболисты Удинезе, а на мой взгляд не стоило здесь точку ставить, потому как пытался всеми правдами и неправдами здесь прижать свою ручонку недлинную, вроде бы Нагатома, к корпусу, ну и в итоге мяч
в эту самую руку попал. Скажете, что было время у Нагатому руку убрать, и что какое-то уже такое с налетом намеренности было движение руки у Нагатома. Ваше право. Ваше право, безусловно, но, на мой взгляд, точку здесь ставить не стоило. А вот вновь в отрыв уходят Уэсли Снейдер и Диего Милита. Вновь Снейдер после передачи Милита наносит удар, на сей раз не разящий, но тут уже подобрались игроки середины поля, Крайки, Майкон, Нагатома, и в вялотекущее перекатывание мяча переводит вот эту самую концовку Интер. И правильно, спешить никуда не надо. Майкон катывает, аккуратную передачу делает на Милита. Здесь Милита чуть-чуть назад делал передачу. Не прочувствовал он вот этого рывка Альвареса. Или, может быть, сам Альварес немножко поспешил. Но, в общем, потеря мяча. Сфалил аргентинец. Баста. 1 в 1 против Нагатома. Побоялся, да и там подстраховка была, так что оправдано. А Самоа. Флорес, дальний удар, и вот это уже похоже на нечто более опасное, нежели все предыдущие вот эти потуги, атакующие у Удинезе. Хорошая позиция, ну и пускай, может быть, без какого-то разбега, вряд ли можно было надеяться на то, что получится настоящий мощный удар Флореса, но было время при этом прицелиться. Мимо ворот. А заключительная минута первого тайма, вкуснейшего, интереснейшего, насыщенного, богатого неординарными событиями и неординарными голами. Последняя минута этого самого тайма. Как быстро время идет. Ну, обычная вот для столь зрелищных встреч ситуация, правда? Глядим на таймер, а там уже опа, и конец первого тайма. Камбьяса на ваших экранах. Возможно, на него будет сбрасывать мяч Нагатома, но чуть хитрее действует Нагатома, потому как заприметил он помогающего здесь в обороне Милито. С каким КПД сегодня играет аргентинский бомбардир? Вы помните хоть одну ошибку, хоть одну по-настоящему вот неточную передачу, неточное решение. И вот сейчас, между прочим, Милито также поучаствовал своим рывком в этой атаке. Стянул на себя сразу двух защитников, позволил остаться наедине с Данило Альваресу. И Данило ничего другого, вернее Гуарину, по-моему. И Гуарину ничего не оставалось, кроме как упасть после этого грубого приема со стороны Данило, да? Это желтая карточка, безусловно. Вторая желтая карточка в сегодняшнем матче. И вновь, на мой взгляд, бесспорная. Что Станкович, что Данило на предупреждение наиграли своими этими приемами. Штрафной удар. А раз у мяча Уэсли Снейдер, это не может быть не опасно. Потенциальный гол. Уэсли Снейдер над стенкой, над Хандановичем, но и над перекладиной. Довольно спокоен Андреа Страмачоли. Как он нервничал в своей дебютной игре. Помните, матч тоже потрясающий с Джено. 9 забитых мячей. Были там варианты, при которых Интер мог и упустить свое серьезное преимущество голевое. И, конечно, там уже как помидор покраснел Страмачоли, но поддержали его футболисты, поддерживают болельщики, футболисты и руководство. А не ушел ли там мяч за пределы поля, за лицевую? Да, ушел, но только после того, как прострелил Армера. И не дает возможность Лука Банти подать угловой футболистам Удинезе. Чем-то недоволен Майкон, но я думаю, в целом Интер, учитывая так неблагоприятно складывавшееся начало встречи для команды, в целом Интер должен быть доволен. 3-1. С таким счетом команда отправляются на перерыв, или 1-3. В яркой, красочной встрече, почти что без середины поля, редко мяч там застревал.
пока что гораздо эффективнее и осмысленнее видится игра Интера. Ну и перерыв у нас. Сначала отличается уже на 10-й минуте Уэсли Снейдер, которому ассистировал Диего Милита. На 28-й минуте история повторяется. Вновь Снейдер с передачи Милита. А на 37-й Рикардо Альварес после паса Фредди Гуарина убегает на свидание с защитником Данила. Элегантно его переигрывает и отправляет третий мяч в ворота Удинезе, тренер которого Франческо Гуидалин. Я думаю, вполне сейчас предложит нам какие-то изменения в составе своей команды. Тому, как ее, естественно, надо каким-то образом взбодрить. Что-то в ней реструктурировать. Главный арбитр встречи Лука Банти на ваших экранах. Перечислю персонажей из стартовых составов команд. Пока что не знаю, есть ли какие-то изменения в этих самых составах. Интер. Первый номер Сезар. В обороне 55-й Нагатома, 23-й Ранокио, 6-й Лусио, 13-й Майкон. Средняя линия 5-й Станкович, 14-й Гуарин, 20-й Камбьясо. Впереди 10-й Снейдер, 22-й Милито, 11-й Альварес. Таков состав Андреа Страмачоли. Команда Андреа Страмачоли. Удинезе, бросившийся в атаку с первых минут второго тайма, вышел на эту игру в следующем составе. И на эту игру, и на второй тайм в частности, по-моему, никаких изменений нет. Досмотрим до, возможно, логического завершения эту атаку. Так и есть. Завершилась она ударом, но крайне неточно в исполнении Квадва Асамоа. Удинезе, первый номер Ханданович. В обороне 27-й Армера, 11-й Домицы, 5-й Данило, 7-й Бенатия, 8-й Баста. В середине поля этакий кулачок. Сегодня он далек от гордого звания кулака, кулачища. 66-й Пинци, 4-й Пациенца, 20-й Асамоа. Слишком много ошибок у этого трио. И оно пока что вчистую проигрывает борьбу Станковичу, Гуарину, Камбьясо, Снейдеру. Ну и в атаке 83-й Флора Флорес и 10-й Ди Натале у команды Удинезе, руководит которой Франческо Гвидалин, Дмитрий Шнякин у микрофона. Поехали дальше. Асамоа играет в центр. Мяч добрался до Басты, который там уже со своей лопатой готовится к очередной подаче. Ничего более хитроумного, нежели подача, навес, Баста пока что не придумал. Здесь нарушение правил в атаке. Опасная игра со стороны Флореса. Тем более, что до этого был поднят флаг, символизирующий положение вне игры у Пинцы. Извиняюсь, по ходу первого тайма ляпнул я по поводу того, что якобы сегодня день будний, среда, и могли некоторые болельщики Удинезе не поспеть к началу встречи. Благо у нас есть активные, всеведущие, внимательные форумчане, благодарю которых... Да, действительно, сегодня же, я и подзабыл, 25 апреля, а это ни много ни мало Феста делла Либерционе. И надо бы этот праздник сейчас скрасить голом. Будет ли точка? По мнению Луки Банти, не симулировал сейчас Флора Флорес, а просто в борьбе мужской, плотной, мяч упустил. Смотрим повтор. Вот так сразу и сказать сложно. По-моему, не наступал Нагатома на голеностоп Флореса. Можно было подумать, что именно из-за этого Антонио на газоне оказался. Скорее, да, действительно наступил сам на мяч
попал он здесь, смотрим еще раз, да, в такую коробочку. Ну, уже только после того, как он равновесие потерял, уже после этого он столкнулся с Раноке и уже окончательно расстался с мячом и с выгодным моментом. Ну что же, Удинезе, надо сказать, белый флаг не вывесил, ручки не опустил, продолжает атаковать фриульцы. И надо бы им, конечно, добавить немножко разнообразия. Быть может, тому же Ди Натали сейчас стоит чуть вглубь подсесть, чтобы там своим партнерам помочь как-то атаки развести. Флора Флорес. Упирается он в центральную ось. Здесь Раноке принял на себя этот удар. И очередная возможность для контрнаступления у Интера. Перевод на Гуарина. Гуарина включает скорость. Есть у него дриблинг. Но есть у него и пас, которым он не воспользовался. Тем не менее, на подборе здесь Альварес. Альварес аккуратнейшим образом на Станковича. Станкович находит здесь в теньке приютившегося Нагатома. Хорошо японцу. И щуриться не надо. Уэсли Снейдер с мячом подрабатывает под ударную. Но в итоге ограничился пасом. Альварес пойдет в дриблинг. Смутил он ложным движением Басту, но на подстраховке был один из партнеров Басты. Так вот, касательно сегодняшнего дня, 25 апреля, Festa della Liberazione, национальный праздник в Италии. Это день освобождения от фашизма и немецкой оккупации. 25 апреля 1943 года Бенито Муссолини, известный диктатор, покинул Милан, бежал из него. Ну и, можно сказать, новая эпоха в истории страны славной Италии началась. Эпоха освобождения от гнета фашизма. Именно поэтому сегодня выходной день, и именно поэтому большинство матчей 33-го тура, вот ознаменованного этой трагедией, связанной со смертью Морозини, именно поэтому большинство матчей перенесено на сегодняшнюю дату. В чем-то, наверное, символично. Интер. Вот от чьего наступления, от чьей оккупации пока что никак не может избавиться Удинезе. Интер наступает. Интер играет широко, размашисто, вариативно, с минимумом ошибок. Здесь, по-моему, было положение вне игры у Флора Флореса. Тем не менее, он удар нанес. И все-таки, мне кажется, там поднял флажок боковой рефери. Ну да неважно. Проехали этот момент. Неточная передача в расчете на рывок Ди Натали. Да, там была свободная зона. Манила она, возможно, Ди Натали, но как-то не среагировал снайпер удинцев. В 38-й раз встречаются футболисты Удинезе и Интера в рамках серии А. 10 побед у Удинезе, 14 ничьих и 14 побед у Интера. Пока что подкрепляет своей игрой уверенный Интер вот эту статистику. Все-таки, как ни бери, но Интер, наверное, прорисовывался как фаворит этой встречи. В первую очередь из-за вот этих последних неудач Удинезе команда растеряла весь свой очковый отрыв от конкурентов в борьбе за третье место. И вот сейчас это самое третье место вообще потеряла. Сейчас близка к очередной неудаче. Повторюсь, лишь 2 победы за последние 12 матчей. Расстроилась игра подопечных Франческо Гвидолино. Возможно, опять же, сильным ударом было поражение, вернее, не поражение, а ничья в матче с Наполи, когда со счетом 2-0 дома вели фриульцы. И в итоге не удержали победный счет, а могли и вовсе третий пропустить. Здесь недовольство публики вызвано, наверное, назначением вот этого углового. Первого, между прочим, углового для Интера.
А вы говорите, фланговая игра, Нагатома, Майкон. Ну да, наверное, это надо обозначить тем, что объяснить тем, что много играют через центр, через Уэсли Снейдера, миланцы. Этот розыгрыш углового и повторная подача успехом не увенчались, хотя есть там высокорослые футболисты, среди них тот же Раноки. И надо сказать, что стандарты и угловые – это серьезное оружие в запасе, в арсенале Андреа Страмачоли. Пабло Армера, надо бы скорость набрать. Два соперника перед ним, поэтому делает он передачу на Флореса. И здесь нарушение правил, по-моему, так не считает арбитр. В одно касание здесь, ну вот сразу 3 человека разлились на поле. Зеленом, приятном, вроде бы не качковатом поле стадиона Фриули. И остановка игры. Эскулапы, что той, что другой команды сейчас на поле появятся. Да, засадил здесь остреньким локотком своим Данило Диего Милита. Ну, я думаю, не настолько болезненным был этот удар, чтобы проваляться лишние минуты полторы. Тем не менее, пользуется вот этой опцией Милита. И здесь Флорес, безусловно, получает по ногам. В какой бы там мяч ни играл Камбиаса, все равно двумя ногами сбоку, а то и сзади почти что по ногам Флореса можно было вполне свистнуть. Милито оклемался, Флорес оклемался, 11-11. Игра возобновляется. Есть еще времени, вагон просто у Удинезе на то, чтобы как-то положение выправить. Повторюсь, в случае поражения Удинезе остается тем не менее, остается на 4-й строчке, но сравнивается по очкам с этой командой Интер, ныне располагающийся на 7-й позиции, по 52 балла будет в этом случае, что на 3 меньше, чем у Лацио, который сейчас эту самую заветную 3-ю строчку занимает. Флорес в стенку обыгрывается, но вот сейчас можно дунуть свисток? Нет, говорит арбитр, останавливает игру, чтобы желтую карточку Флоресу за излишнюю агрессию, за словоблудие ему вручить, горчичник. Ну вот здесь, по-моему, все же блокировочка была. Флорес и втыкается в него, делая движение в сторону соперника. Вот, пожалуйста, еще и ручками. Втыкается в него Раноки. Это блокировка. По-моему, это штрафной удар. Тем не менее, экспрессивный Флорес не выдержал второго подряд такого несправедливого, по его мнению, решения судьи. Вступил в пререкание с ним, получил предупреждение. 3-я желтая карточка в сегодняшнем матче. До этого по горчичнику влепил на спины Данило и Станковича Лука Банти. Эмоциональная встреча, и, надо сказать, вполне ожидаемо, в том числе и удаление было перед началом этой игры. Потому как, опять же, вот этот Интер, бегущий, рвущий, пропускающий, забивающий. Интер с таким эмоциональным фоном сейчас играет, что почти вот сейчас в каждом матче с участием Интера Страмачоли именно, почти в каждом матче удаление. Либо у соперника, либо у миланцев. Ну и пока что, посмотрите, учитывая то, как градус встречи поднимается, не удивлюсь, если и в этой встрече у нас появится красная карточка. Не дотягивается Альварес, не бог весть какой мастак игры на втором этаже до мяча, но тем не менее здесь он при игре низом более аккуратен. Милита теряет мяч, по-моему, впервые за сегодняшнюю игру. Потрясающее КПД у него. Я уже вспоминал сегодня встречу, ту славную встречу Интера с Баварией в финале Лиги Чемпионов. Тот финт Милита, после которого он свой второй гол забил, сравниваю его с финтом Альвареса. Но еще напоминает мне та встреча эту тем, что Милито практически безошибочен. Каждое его касание, каждое его действие
со знаком плюс. Минимум ошибок. Вот то была, по-моему, первая. Ну и 2 голевые передачи. Сами за себя говорят. Флорес отвоевывает мяч для Ди Натали. И здесь вновь симуляция. По мнению Лука Банти, так мог бы и желтую показать за симуляцию. Нет? Еще один прорыв. Нагружает с левого края в штрафную площадку Интера. Мяч, по-моему, это был Пинци. Взорвались трибуны. Взрываются потихонечку сами футболисты Удинезе. Вот то, что нужно. И Ди Натали вновь не добирается. Пас, фланговый прострел. Да еще и задел кого-то из футболистов Удинезе мяч, прежде чем покинуть пределы поля. Ди Натали, между прочим, в этой ситуации действительно симулировал, друзья. Убирает ногу Лусио. Это отчетливо видно на прекрасном повторе. Браво, оператор, режиссер. Убирает ногу Лусио и, склеив вот так вот ножки свои, легендарный капитан симулирует падение. И он был достоин желтой карточки. Роберто Перейра на поле появляется. И Паскуале еще. Двойная замена. Армера поле покидает. Появление Джованни Паскуале в стартовом составе на левом краю, на левом фланге Удинезе прогнозировали некоторые итальянские СМИ, La Gazzetta dello Sport в их числе. Но, тем не менее, Пабло Армера, за которым в большинстве случаев эта самая левая бровка остается, вышел в старте и, честно говоря, надежд, ну, вот лично моих, допустим, не оправдал. Шанс у Паскуале. Ну и появляется на поле Перейра. Аргентинец Перейра. Посмотрим, сможет ли он добавить каких-то оттенков в атакующую игру Удинезе, которая пока что несколько хаотична, на мой взгляд. Роберто Максимилиано Перейра, молодой, 91-го года рождения футболист, игрок атаки. В этом сезоне он в 6 случаях появлялся на поле в майке Удинезе. Чаще как раз-то после выходов на замену. Дальний удар. Без проблем Жулио Сезар с ним справляется. Но здесь на подборе Флорес, который исполняет слишком высокую для Ди Натали передачу. Да и Майк, он там первый был на мяче. Мяч у клуба из Удине. Вот и Перейра в игру входит с яркими бутсами своими. И как разворачивается. Одним касанием, избежав контакта с Раноккио, Ди Натали. Плотный получился удар, но довольно читаемый для Жулио Сезара. Фактически прямо в перчатке бразильского голкипера угодил мячом. Фриульский бомбардир. Не успевают показать повтор итальянские режиссеры, потому как игра, ну, просто не отпускает. На одном дыхании она. Еще одна подача, на сей раз в исполнении Ди Натали. Практически не глядя, но мяч добирается до его партнера. Здесь жесткая борьба. И в подкате отвоевывает этот мяч. Джованни Паскуале. Как ожесточенно, на каких скоростях, с какой самоотдачей, сколько борьбы. Не сдается Удинезе. Чуть менее получаса в распоряжении футболиста Франческо Гвидалина. Есть характер у этой команды. Были случаи по ходу нынешнего чемпионата, когда из вот таких тугих ситуаций, уступая 1, а то и 2 мяча, футболисты Удинезе выбирались и отыгрывались. Тем более соперник на протяжении последних минут 10 не отвечает никакой особо острой контр-игрой. Не было, на мой взгляд, толчка со стороны Ди Натали. Нормальная мужская борьба. Раноккио в падении мяч выбивает. Да, положил руку Ди Натали на поясницу
Раноке. Но, господа хорошие, преимущество там в 15 килограммов и в 15 сантиметров. Что ж падать сразу. Очередной угловой не использует Удинезе. Вот этот самый рост, преимущество в физике пригодилось Интеру не на своих угловых, так вот на угловых соперника. Отбиваются беспроблемно от всех этих стандартов. Как от мух. Перейра. Слабую передачу в недодачу. И есть возможность наконец-то хоть какую-нибудь контратаку сообразить. Гуарин несколько медленен он, да? В сравнении вот с своим периодом игры в Порту. Сколько много он там решал, сколько много он там делал. Но вот сейчас удается ему обыграться с Майконом. Ответную передачу получит? Нет. Майкон все завершает в одиночку. За счет партнеров, растянувших немного линию обороны Удинезе. Оказывается, он на ударной позиции. С внешней стороны стопы почему-то решил бить. Прямо в голкипера. А вот уже контрнаступление Удинезе. Есть здесь преимущество в числе атакующих игроков. Хотя примерно поровну, по-моему, 5 на 5 было. Ну и мяч в итоге добирается до Ди Наталия, который пробивает выше ворот. Оби для того, чтобы Джоэль Оби, для того, чтобы центр поля укрепить, меняет Рикардо Альвареса. Один игрок средней линии меняет другого, но опять же возможности Джоэля Оби распространяются не только на зону атаки. Ну, опять он же хорош еще и в отборе, он хорош в движении, большой объем работы может окучивать. И вообще, честно говоря, читалась замена именно в среднюю линию. Милита очень хорош. Снейдер, человек, которого нельзя менять в случае каких-то проблем, потому как всегда может мяч придержать или стандарт исполнить. Ну а к Камбиаса, по-моему, никаких проблем, претензий, во всяком случае, не должно предъявляться. Единственное, что вот Станкович, по-моему, немножко подседает. И это следующий претендент на замену. Ох, какая игра! Жаркая встреча. Хороший антураж. Вряд ли, конечно, скрашенный всеми вот этими событиями, связанными с Морозини. Но все же много болельщиков. Много голов, много ударов, много атак и минимум нудной, вязкой игры в середине поля. Опять же, без этой самой середины команды играют, и потому тем же самым Камбиасу, Снейдеру и Станковичу очень много приходится играть вблизи своих ворот. Но чтобы вот это давление Удинезе как-то ослабло, надо как раз-то цепляться за мячи и переводить их в среднюю зону. Здесь как-то атаки разводить, вот-вот, словно меня услышали. И немножко темп этот самый сбить. Квадратик, стеночки, короткие передачи. Все аккуратненько, безошибочно и с высокой долей мастерства. Ну вот здесь пытались обострение какое-то устроить интеристы. На готовую передачу не прошла, но на подборе Уэсли Снейдер. Снейдер атаку развернул на левый край. Милита здесь с корпусом своим. Ну, наверное, процентов 90 игрового времени спиной к воротам он проводит. Поди у него отними. Этот самый мяч корпусом прикрытый. В стеночку играют Снейдером с Майконом. Майкон на текучем шагу входит в штрафную площадку. И здесь против него здорово отыграл Перейра. Аргентинец Перейра перед стартом этого сезона, перешедший в Удинезе из Ривер Плейта. Ну, вообще занятно, что в этой ситуации нужен человек, который... Для Удинезе нужен человек, который может исполнить, может сотворить гол, а Перейра к таковым не относится, потому как, ну, вот, судя по статистике, ни в Удинезе, ни в Ривер Плейте он ни одним голом не отметился. Странно.
под полтинник матча провел в составе Ривер Плейта. Ну и хотя бы один-то гол можно было заковырять. Ну да ладно, вот Перейра как раз-таки с мячом. Делает он передачу на грудную клетку Флореса. Флорес ему мяч возвращает. И здесь демонстрирует истинную командную игру, истинное командное взаимопонимание Раноккиа и Жулио Сезар. Высоченный Раноккиа вовремя ушел здесь с территории Сезара, который еще и хорошим вводом мяча в игру организует контрнаступление. Оби. Серия финтов уже в штрафной, уже ближе к вратарской, но здесь его встречает Маурицио Домице. Угловой удар. Подтягиваются под ожидаемую подачу Гуарина, Андреа Раноккиа, Лусио, Камбьяса. И Раноккиа в итоге первый на мяче. Сбрасывает мяч Снейдеру, и попади сейчас в девятку правого от себя Уэсли. Не миновать хэт-трика. Не получился удар, но вовремя сообразил, развернулся Раноккиа. Было уже замахивался под удар с разворота, но услышал крик, наверняка крик партнера, и скинул аккуратно ему мяч под удар. Была в чем-то похожая ситуация с той, которая завершилась первым голом в ворота Хандановича, верно? Тогда Мелита где-то под полукружье вот эту у штрафной передачу делал, а сейчас Раноккиа. Тогда удалось попасть, сейчас нет. 3-1. 20 минут до конца этой удивительной, интереснейшей, любопытнейшей встречи. Да, сейчас Интер является корнем слова «интерес». Интересно. Живо. С обилием моментов проходит встреча Нерадзури после прихода Андреа Страмачоли. А помните, каково было с Раньери? При всем уважении к этому многоопытнейшему тренеру, заслуженному тренеру. Помните, было 8 матчей победной серии, да? Но после этого 8-матчевая безвыигрышная серия была, включавшая 7 поражений. И это мы говорим об Интере. Неслыханное дело. Вот и сменил Раньери Страмачоли, и пока что не ясно, продолжит ли Интер по окончании этого сезона выступление под началом столь молодого, пускай перспективного тренера, потому как все-таки, если Интер пробьется в зону Лиги Чемпионов, совершенно другие задачи, совершенно другая трансферная кампания в исполнении Массимо Моратти будет. Хотя, как некоторые верно замечают, вот для смены поколений, которая намечается в Интере, быть может, лучше бы даже было, чтобы не выступали ни в каких Еврокубках интеристы. Так она гладко пройдет, эта смена поколений, если сконцентрируется только на серии А. Атака через Оби, через Уэсли Снейдера. Снейдер, очередной удар, рядом со штангой проскакивает мяч. Верный друг Уэсли Снейдера. Принял, ушел, ударил. Но надо сказать, что контролировал ближний для себя угол Самир Ханданович. Так вот, возникают уже сейчас слухи о том, что Моратти контактирует с Чезаре Пранделли, наставником сборной Италии, и даже чуть ли уже не контракт ему предложил 3-летний. Здесь не было ли опасной игры? Была. И чуть ли не контракт ему предложил, но в случае отказа Пранделли, у которого там со сборной Италии, со сквадрой до 2014 года контракт, в случае отказа Моратти переключится на 3 других фигурантов. Балана, Бьелсу и Спалетти. Лучано Спалетти, тренера «Зенита». Хороший выбор. Балан, Бьелса, Спалетти. Есть над чем голову поломать, а возможно и стоит дать шанс, еще один шанс Страмачоли, с которым Интер вот сейчас так живо атакует, так здорово выглядит. Майкон даже со своей скоростью здесь до мяча
Не добирался ни в коем случае. Ну и мы потихонечку, наверное, понимаем, в честь чего вот этот персонаж Франческо Гвидалин был так осторожен на старте сезона, когда, декламируя какие-то цели, он говорил о том, что вот главное, сколько там очков, 40-45 набрать и обезопасить себя от вылета. Смешно, скажете вы. И вот только сейчас уже становится понятно, что ничего смешного в этом не было. Чувствовал, наверное, резервы, возможности своей команды Франческо Гвидалин. Понимал, что на такую длинную дистанцию чемпионата Италии, осложненную выступлениями в Лиге Европы, может не хватить его команду. А быть может, стелил соломку. Кто его знает. На случай вот таких неудач. Потому как сейчас результаты у Удинезе скверные. Здесь жесткий стык. Оказывается, на газоне Снейдер. Влетел ему там локотком в затылок Мехди Бенатия. Бенатия, который, кстати говоря, по статистике чаще всего совершает фолы. Ну вот по средней статистике, то бишь фолов за матч, если мы там берем, на определенном этапе чемпионата у него было 50 фолов, 19. А вот тот же самый Данило, которого я сегодня успел и похвалить, и поругать, он причастен так или иначе ко всем 3 мячам, а уж к 3-му напрямую, ко всем 3 пропущенным мячам. Этот самый Данило считался, чуть ли не эталоном защитника в нынешней серии А по части умения сблокировать удар. Под 3 десятка ударов соперника он на себя принимал. То есть здорово чувствует позицию и здорово чувствует момент, когда будет удар наносить соперник. И именно на этом сегодня подловил его Альварес. Помните? Ловко так под себя, вроде бы с левой бить будет, а оказалось, убирает под себя. И вот он, выход 1 на 1, и вот они 3-1. При большом количестве атак Удинезе и при немалом количестве опасных ситуаций, хотя вот по-настоящему таких 100% моментов во втором тайме, по-моему, даже и не доходило у ворот Жюлио Сезара. При всем при этом игра, конечно, смотрится. И обратите внимание, какое движение все-таки у футболистов. Хотя 15 минут остается до конца. Здесь контратака намечается. Мало предложений, но находит все-таки одно. Гуарин, и оно оказывается ошибочным. Вернее, может быть, и решение было неплохим, но исполнение подкачало. Здесь не было никакой руки. Было касанием колена и ягодицами. Замена в составе Удинезе. Замена последняя. И Габриэль Торже заменяет Микеле Паценцу. Еще один молодой талант. Торже, у которого также ставила в основу газета «Делла Спорт». Ну, видите, Антонио Флорес играет. И, кстати говоря, наверное, по своему движению, по своей активности, он один из лучших сегодня в составе Удинезе. Но вот, видите, как-то не срастается в атаке. Честно говоря, куда-то в тень ушел и Антонио Ди Натале. Его игра, конечно, это отрыв, это контрнаступление. А куда ж ты поди, убеги в контратаку, когда Интер почти всей командой на своей половине поля обосновался. Но все равно мало ударов у Ди Натале того же. А ведь он лидер серии А по количеству таких созданных угроз воротам, по количеству ударов. И где эти самые удары Ди Натале? На левом краю мяч. На замахе ловит соперника Паскуали. И неплохую передачу делает центр. Здесь заброс на Ди Натале. И получается удар. Получается удар у лидера атак Удинезе. Вернее, получается его нанести в столь сложной ситуации, когда сразу 2 защитника его встречали. Но попадает он вот в это окошко, вот в этот зазор между Ранокки и Лусио.
между Ранокио и Камбиасом. Чуть более 10 минут остается в распоряжении Удинезе, чтобы как-то судьбу этой встречи изменить, чтобы какой-то перелом внести, ну или хотя бы обеспечить нас по-настоящему острой и дивной концовкой. Лусио, магистр игры в обороне, и он сейчас еще рванет, еще метров 20 пробежит, но нет. Увидел возможность сделать дальнюю передачу на обе, вот он и Лусио. Каков он в отборе, мудрый, опытнейший игрок при всех его минусах, в числе которых возраст. Лусио все-таки прекрасен в игре, в первую очередь на перехватах. И по этому показателю он, опять же, лидер чемпионата Италии. В среднем 4,5 перехвата за матч. Это серьезно. Удинезе. Перевод на правый край. Да, вот эти желтобуцые футболисты. Торже, Паскуале, Перейра на поле появившиеся, да? Занятно, что все вот это трио на поле появившиеся, все с цветными бутсами. Они пока что никак не освежают, никак не обостряют игру Удинезе. Но сколько сил здесь у Гуарина, сольный проход которого увенчался передачей на Милита. Ну-ка, сам можешь все. Милита на Снейдера, Снейдер на Гуарина. А Гуарин слишком далеко мяч от себя отпустил. И, почуяв неладное, мало ли там контратака образуется, свалил на Армера. На самого, прошу прощения. Армера уже давно, скинув бутсы, щитки, восседает, наверняка недовольный на скамейке запасных. Ранокио уверенно на перехвате действует. И посмотрите-ка, его вынос оборачивается контрнаступлением. Получилась передача на Снейдера. Снейдер смещается в центр, отдает на Милито. Милито разворачивается, дальше может пройти. Удар разблокировал. Из последних сил в этом могучем противостоянии с Милито, по-моему, Домицы. Да. Проиграл поначалу позицию и... Посмотрите, как Милита его корпусом встретил. Вот, видите, этот был удар, что аж отлетел на полметра Домицы. Но, тем не менее, в последние моменты выставил рельсу свою, длинную ногу, которая и помешала забить Милита, который в этой игре пока что не отличался именно забитыми мячами. По правому краю рвется Джованни Паскуале. Перевод на Флора Флореса. И Жулио Сезар команду свою спасает своевременным выходом с ленточки ворот. Блестящий сейв бразильского голкипера, на которого, между прочим, претендует Манчестер Юнайтед. Вроде бы там подкатывает сэр Алекс к Интеру. А он и раньше, кстати, желал видеть в воротах своей команды Сезара. Но это голкипер уже довольно возрастной. А есть там молодые Де Хеа и так далее. И, кстати, между прочим, такие схемы описывали в итальянских газетах. В случае выхода, вот давайте сейчас полюбуемся тем, как здорово принял мяч. Сначала это отметим. Флора Флорес и попытался под перекладину пробить, но здесь нет. Ловушка. Перчатки Жулио Сезара, откуда ни возьмись. Еще одна фланговая атака. И неточный удар Ди Натали. Так вот, в случае, если покинет команду Жулио Сезар, и, наверное, единственным реальным кандидатом приобрести Сезара является как раз-таки Ман Юнайтед, то может вернуться в Интер Эмилиано Вивиан, или же будет куплен у Удинезе Самир Ханданович. Да там вообще, если пройтись по трансферным слухам, там и Ранокио сватают в ПСЖ, Юве или Торино, там и на Киву претендент, он не подписал контракт, там и Луис Муриэль, влюблен я в игру этого колумбийца из Лечи, там и Луис Муриэль, он, кстати, как раз-таки принадлежит Удинезе. Он заявил, что уже и от Милана, и от Интера у него предложение, на секундочку. Там и Ибрагима Филай вроде бы в Интер может прийти. И Исла, и Суньига, и Лавесси. Ну, вы сами понимаете, в случае, если Интер, опять же, третью строчку займет,
и будет там борьба на два серьезных фронта, серия А, Лига чемпионов, надо будет очень прилично укрепляться. Хотя, блин, когда в конце концов прилично не укреплялся Интер перед началом сезона. Масса покупок в исполнении Моратти, большие всегда трансферные планы. Не все эти покупки оправдываются, но все же. Атака позиционная, и надо бы обострять. Паскуале в штрафной площадке. И как с ним здесь справляется Нагатомо. И замена в составе Интера. Вместо хорошенько отработавшего, сделавшего 2 гола, ну или, скажем так, причастного к 2 голам Милита, на поле появляется Мауро Сарате. Один аргентинский нападающий меняет другого. Естественно, свистом провожают своего злого гения болельщики из Удине. И вот сейчас была реальная возможность один мяч отквитать у Мехди Бенати. Выпрыгнул он почти что на линии вратарской, не удержал его здесь, потерял из виду Лусио, и Бенати мог делать счет 2-3. Ничто ему для этого не мешало. Выше ворот. Наверное, один из самых опасных эпизодов у ворот Сезара. Ну, естественно, был еще вот этот самый выпад в исполнении Флора Флорес. Ну вот, пожалуйста, 2 момента. Забивай, совсем другая концовка. Ну, сейчас более-менее уверенно может себя Интер ощущать. И поле покидает. И посмотрите-ка, свиста меньше, да даже больше. Потому что там не 2 голевые передачи, там 2 гола было у Уэсли Снейдера. Вот он, герой сегодняшнего поединка, вернувшийся после травмы и, как видим, вернувшийся в хорошем расположении духа и в хорошей форме. Наиболее красивый из 2 мячей Снейдера нам демонстрирует. И Андреа Поле, молодой интерист, сменяет своего многоопытного звездного партнера. Ну вот, и чуть ли не расцеловали там друг друга Страмачоли и Снейдер. А ведь вы знаете, это тоже очень важный момент. С первых же матчей после назначения Страмачоли намеренно футболисты Интера подчеркивали, что они вместе с тренером, они его поддерживают. Они хотят, чтобы он остался и по окончании сезона. В общем, своеобразный щит выстроили на пути возможных критических стрел в адрес Страмачоли. А тут возьми, да и не проиграй в 4 матчах, ни одного матча. Да уже, по сути дела, в 5 матчах ни одного поражения. Результат, показатель. И, конечно, наладилась атмосфера, которая вряд ли была положительной. Командная атмосфера в Интере. Вот с таким-то количеством неудач при Раньери. Наладилось, и Интер попер. Жесткий стык у Лусио. Нет, у Станковича, насколько я понимаю. И там срочная медпомощь требуется. Подбежали эскулапы. Да-да, 33 года. С Флора Флоресом молоденьким. И Флора Флорес здесь сам не прав. Ногой залепил в ребро многоопытному сербу, и как бы здесь перелома не было, тут и сам Флора Флорес пострадал. Как бы у него перелома ноги тоже не обнаружилось, или сильного ушиба. Жесточайший стык, но опять же, эта борьба лишний раз подчеркивает вот этот эпизод, этот момент, тот накал, тот уровень борьбы, то желание, с которым футболисты той и другой команды цепляются за 3-ю строчку, за Лигу чемпионов. Не знаю я, откровенно говоря, так ли уж нужна Удинезе эта Лига чемпионов. Конечно, Лига чемпионов — это совсем другие деньги, вы сами понимаете. Но посмотрите, как же сказываются еврокубковые выступления, еврокубковые акции на игре Удинезе в серии А.
Добрался клуб из Удины до плей-офф Лиги Европы. И что? Яма, провал. Черная весна. Но в любом случае эти золотоискатели фриульские, эти работники скаутских служб обязательно найдут новых звезд. Звезд нынешних Удинезе клуб, ну, не то чтобы всех прям уж сразу распродаст, но какие-то деньги, немалые деньги выручит, каких-то игроков продаст, будут новые звезды. В общем, эта ферма будет работать и дальше. Но вот что интересно, когда же клуб спланирует подъем на новую ступень? Всю ли свою жизнь этому славному клубу из Удины быть донором для грандов, для того же Интера? Взять бы и попытаться замахнуться на что-то большее. Но это уже к руководству Удинезе вопросы. И опять же, если Удинезе, ну, допустим, да, с 3-го места пробрался в Лигу чемпионов, что бы мы увидели? Повторение истории матчей с Арсеналом. Хотя, вы знаете, вот все многие вспоминают то противостояние в квалификационном раунде Удинезе и Арсенала. А ведь Удинезе там был хорош, а ведь Удинезе тогда заслуживал успеха. Но опять же низкий рейтинг, и опять в случае прохода в Лигу чемпионов попадется серьезный соперник Удинезе. Чем это закончится? В общем, Италия сейчас, вернее, те болельщики итальянские, которые с нейтральными эмоциями, да, они, наверное, сейчас хотят, желают успеха именно Интеру, ну или Лацио, как команде, как командам, обладающим гораздо более серьезным бюджетом под Лигу чемпионов. Но это точно не Удинезе. И вот сейчас мы видим очередное поражение. Есть, конечно, еще впереди 5 минут. Но что это за чудо должно произойти? В общем, наблюдаем очередную потерю очков команды Франческо Гвидалина. Падение продолжается. Удержаться бы еще в зоне в Лиге Европы. Хотя задел хороший был, очковый. Наверное, хватит того. Ну и так как немножко уже ритм этой игры спал и все потихонечку подходит к ожидаемой победе Интера, скажу я, что Интер, набирая 53 очка, перемещается на одну строчку, 4-ю вместе с Удинезе. Но, возможно, обе команды опустятся на 5-е место. Вернее, Удинезе на 5-е, Интер поднимется на 5-е. Там они будут 5-ю строчку делить, потому как вроде бы там претендует на победу Наполи в параллельном матче. Ну, вы знаете, быть может, кто-то собирается повторить другие встречи чемпионата Италии, посмотреть. У вас всех, большинства из вас наверняка есть интернет. Вот, пожалуйста, залезайте и смотрите результаты. Не буду никого разочаровывать. Мало ли у кого там какие-то были планы на вечер. А вечер по-настоящему футбольный. Палермо-Парма, Рома-Фиорентина, Лечче-Наполи. Сыграли уже свой матч Наварра с Лацио. Но тут уже никаких секретов. Я уже озвучил результат этой встречи. 2-1. Сенсационная победа Наварры. Какая борьба еще в низах таблицы итальянской. Какая борьба за 3-е место. И, естественно, схватка Ювентуса и Милана за чемпионство. Собственно говоря, Ювентус и Милан в борьбу вступят чуть позднее. Чезена-Ювентус в 20:00 и в 20:00 Милан-Джено. Оба этих матча вы сможете посмотреть на каналах, на спортивных каналах НТВ+. Ну и не забывайте, сегодня вечером Бавария-Реал. Сколько футбола роскошного. И все на наших каналах. Сарате. Как редко он с мячом встречался за время своего присутствия на поле. Ну и надо отметить то, как настраивается потихоньку игра в атаке у Интера. Какие результативные матчи выдают подопечные Стромачелли.
Да, была вот эта ничья с Фиорентиной, но там Фиорентина, отчаянно бьющаяся за место в элите, мало чего позволила Нерадзури. Ну вот 2 мяча Сиени, 2 мяча Кальяри, 5 мячей ворота Джену. И сейчас трешка в гостях у Удинезе. Немало. Отчаянные, несколько сумбурные попытки Удинезе в концовке что-то исправить, порадовать хоть чем-то еще своих болельщиков в этот светлый праздничный день освобождения от немецкой оккупации, от фашизма. Но, видимо, уже не получится. Хотя подача. Кто? Что? Сейчас мешало 83-му номеру Удинезе Антонио Флоресу успешно пробить головой, непонятно. Там уже забыли о его присутствии опять Лусио, между прочим. И Майкон проспали Флореса. И там еще какой-то был из удинцев в атакующей позиции. Это был Данило. Сразу вдвоем они там могли судьбу вот этого эпизода решать. Да, немножечко концентрации не хватает защитникам Интера под занавес этой встречи. На стандартах уже начали игроков соперника отпускать. Ну и здесь уже навал. Никакой системы, никакой схемы. Лишь бы доставить мяч туда, где Ди Натале. Ну и Ди Натале неудачный матч опять же провел. Были у него моменты, помните, он как-то ловко с разворота пробивал. Не попал. Были моменты у других футболистов Удинезе. Была возможность сократить преимущество, но опять же Интер, что удивительно, предстал крайне грамотно обороняющейся командой во втором тайме. Удивительно это при том, что, опять же, такой эмоциональный, в чем-то ребяческий футбол в последних турах Интер показывает. Много забиваем, много пропускаем. Ну вот посмотрите, в 2 последних играх 1 пропущенный мяч. И вот таких самых, что ни на есть, стопроцентных убойных моментов у Удинезе не было. Да, головой могли там забивать, но при каком-никаком все же сопротивлении. Откровенных дыр в обороне у Интера мы не наблюдали. Ну а в атаке все свои дела, свершения Интер уместил по ходу первого тайма. Этого вполне достаточно было. Во втором тайме мы по минимуму увидели Интер в атаке. Да и не требовалось. Интер заслуженно побеждает. Поздравляем миланскую команду, поздравляем Андреа Страмачоли, желаем не отчаиваться Удинезе, желаем не отчаиваться Франческо Гвидалину. Есть еще шансы, что у той, что у другой команды, побороться за эту самую 3-ю строчку, но надо, что самое главное, найти в себе внутреннюю мотивацию, обращаюсь я к Франческо Гвидалину, для того, чтобы все-таки волевыми какими-то решениями свою команду взбодрить и настроить на этот решающий бой. Впереди еще масса интереснейших матчей в чемпионате Италии. Это была встреча 33-го тура, перенесенная встреча, перенесенный тур. Одна из ярчайших вывесок и, как оказалось, одна из ярчайших игр этого тура. По своей насыщенности, по количеству интересных событий. За это мы и благодарим участников встречи. Для вас работал Дмитрий Шнякин. Благодарю коллег за работу. До встречи.